эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Газификацию населенных пунктов Якутии обсудил глава республики с представителями «Газпрома». В Хандаге завершается строительство многопрофильной гимназии. Теперь за дело принялись художники. Работы над фильмом «Тыгын Дархан» завершены. Как проходили съемки картины? Районы Якутии, через которые проходит газопровод «Сила Сибири», будут газифицированы. Этот вопрос сегодня обсудил глава Якутии Айсен Николаев с представителями газодобывающей компании «Газпром». С запуском «Силы Сибири», напомню, это произошло в декабре прошлого года, намечены новые цели и задачи, которые и обсудили власти региона с делегацией «Газпрома». Безусловно, то соглашение, проект которого мы сегодня окончательно согласовали с рабочей группой «Газпрома» во главе с Виталием Анатольевичем Маркеловым, заместителем председателя правления, имеет для республики очень большое значение. В ближайшие годы будет газифицирован, согласно нему, 21 населенные пункты республики в Ленском, Алёкминском, Алданском, Нерюнгринском районах. Причем будут газифицированы такие крупные населенные пункты, как Алдан, Чульман, Алёкминск и многие другие. Конечно же, это будет менять качество жизни людей, условия их проживания. При реализации этой программы «Газпром» будет выделять существенные объемы средств. Это отразится на качестве выполнения намеченных планов, отметил глава региона. Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов выразил признательность главе Якутии за организацию этой встречи в условиях пандемии и сообщил, что все программы, которые будут реализовываться на территории региона, должны завершиться в 2030 году. Мы уделяем этому самое, будем говорить, значит, большое внимание. Вот. Мы сегодня обсудили подготовку программы газификации на 2021-2025 год. Она, я хочу сказать, очень существенна по вложениям, значит, как со стороны «Газпрома», так и со стороны правительства Якутии, и даст нам на самом деле, так сказать, старт уже к дальнейшей программе, которая будет называться уже 2630. И мы должны к 30 году закончить газификацию Якутии в соответствии с поручением президента нашей страны. Кардинальное улучшение качества жизни в Арктике, развитие человеческого капитала, опережающий экономический рост. Эти амбициозные задачи поставлены перед научно-образовательным центром «Север». Накануне наблюдательный совет под председательством главы Якутии утвердил программу деятельности центра. Она основывается на 3 направлениях: человек на севере, рациональное недропользование и эффективная социально-экономическая инфраструктура. Напомню, центр «Север» был создан в сентябре прошлого года. В его деятельности, кроме Якутии, принимают участие Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ и Камчатский край. Центр призван консолидировать усилия науки, образования и бизнеса в поиске наиболее оптимальных направлений и условий, обеспечивающих устойчивое развитие северных территорий и всего Дальнего Востока России. Теперь к последним данным оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Еще 68 человек в регионе заболели COVID-19. В столице 35 новых случаев, в Мирнинском районе 10, в Амгинском 6, в Мегино-Кангаласском 5, в Верхневилюйском 4, в Намском районе 3 случая, в Алданском 2, в Горном, Татинском, Хангаласском районах по 1 случаю. Все ближайшие контакты заболевших выявлены и изолированы. За минувшие сутки от COVID-19 скончался 1 человек. За сутки лаборатории республики сделали свыше 3500 тестов на коронавирус. Необходимо обратить внимание, и сегодня я бы хотела акцентировать внимание, что круг контактных лиц выявляется органами Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия на основании заявления самого заболевшего. В связи с этим необходимо очень четко понимать, что вы являетесь контактным лицом только тогда, когда вас указал сам заболевший. И, соответственно, именно с ними работают органы Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения. Также с началом сезона гриппа и ОРВИ принимаются ряд решений. Лаборатории перешли на круглосуточный режим работы, также в регионе увеличивают коечные места.
И поэтому на настоящий момент в рамках подготовительной работы к сезону подъема именно заболеваний по ОРВИ, по гриппу продумана маршрутизация, предусматривающая разделение потоков. На 13 сентября дополнительно открыт еще один инфекционный стационар на 60 коек. И, соответственно, на настоящий момент в республике, в городе Якутске, я прошу прощения, развернутся 1629 коек. И, соответственно, по мере открытия дополнительных коек инфекционных стационаров, в том числе под ОРВИ и под грипп, будет, соответственно, сняты те вопросы, которые сегодня возникают, в том числе у граждан города Якутска, по длительной госпитализации. 14 лесных пожаров тушат в Якутии. Общая площадь, пройденная огнем, 861 гектар. В зоне обслуживания за минувшие сутки ликвидировали 2 пожара в горном районе. В зоне контроля 3. На тушение возгораний привлекались 379 человек и 82 единицы техники. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 10 термоточек. Наблюдение за этими очагами осуществляется с использованием космических средств. Угрозы населению и объектам экономики нет. 6 населенных пунктов Хангаласского района может окутать дым от лесных пожаров из-за отсутствия осадков и учитывая западный, северо-западный ветер с усилением до 10 метров в секунду. 12-я обогатительная фабрика запущена. С 1 октября начнется добыча драгоценной руды на Верхнемунском месторождении. Подземный рудник имени Федора Андреева вышел на проектную мощность. Какие перспективы в дальнейшем ждут Удачнинский горно-обогатительный комбинат, генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов дал ответ на этот вопрос после посещения промышленных площадок в Удачном. Ирина Балкова продолжит. Самый сложный период в «Алроса», вызванный пандемией, позади. Совсем недавно об этом в корпоративных новостях сообщил генеральный директор компании Сергей Иванов. В каких направлениях сейчас нужно усилить работу, чтобы выйти на новый виток развития производства? Чтобы ответить на этот вопрос, Сергей Иванов посетил промышленные площадки Алмазной провинции. В Верхнем Муна была добыча и перевозка приостановлена в связи с ситуацией на рынке. Просто мы не могли столько реализовать алмазов, ну а работать на склад мы бы просто тратили деньги и поставили бы компанию в достаточно сложную ситуацию. Несмотря на то, что государство идет нам навстречу, и нам повезло, что у нас в акционерах и Российская Федерация, и Республика Саха-Якутия, и акционеры нас поддерживают, и в отличие от других компаний нам не пришлось вообще останавливать производство или увольнять тысячами людей. Нам удалось избежать, я считаю, это самое главное, и мы прошли вот это дно. Об этом, например, говорит то, что с 1 октября начинается добыча руды на Верхнемунском месторождении. Принимать и обрабатывать ее будут на обогатительной фабрике Удачнинского комбината. Правда, с изменениями в графике работы. Но Верхняя Муна сейчас предполагается пока, что будет работать полгода. Это добыча и транспортировка. И фабрика тоже пока в связи с той шахтой, которую мы будем получать, в связи с теми объемами, которые будут идти от рудника и от Верхней Муны, пока сезонная работа, но мы надеемся выйти на полноценную работу как можно быстрее. Интересовал генерального директора «Алроса» и мост через Далдын. Ведь именно по нему будут перевозить руду с Верхнемунского месторождения. Напомним, его строительство началось в 2018-м, а в мае этого года он сдан в эксплуатацию. Проверили, все, отклонений никаких нет. На подземном руднике имени Федора Андреева Сергею Иванову рассказали о достижениях предприятия за последние полгода и тонкостях метода добычи алмазов. Сергей Иванов призвал всех не расслабляться, соблюдать как правила промбезопасности, так и санитарно-эпидемиологические. Ведь хотя производство и возобновляется, пандемия пока не окончена. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». В Хандаге завершается строительство долгожданного здания Тампонской многопрофильной гимназии на 220 учащихся. С конца августа к строительным бригадам присоединилась и группа художников-оформителей из Якутска. Подробности в следующем сюжете. Над индивидуальным обликом гимназии, колоритным цветовым оформлением помещений трудится около десятка художников, колеровщиков, витражистов под руководством директора дизайн-группы «Айтал» Туяры Тереховой. Одна из первых работ – мурал на фасаде здания с изображением символов Тампонского района, гор, реки, каменного угля.
концепция немножко поменялась, потому что по приезду мы съездили на природу и, увидев всю эту красоту, конечно, все это надо было запечатлеть. И, как видите, там горы, водопады, вот осенняя тематика, ну вот эта вот тема к нам пришла после выезда на природу. На этажах уже расписаны коридоры, стены у библиотеки, рекреации, зимний сад. У каждой зоны своя тематика, формы и детали. Все краски яркие, насыщенные, чтобы детям было комфортно и радостно учиться. Художникам еще предстоит поработать над цветовым решением фасада. Появятся объемные буквы и логотип. В эти дни группа выполнила около 40% от объема работ. Впереди еще месяц кропотливой и насыщенной работы. Мария Винокурова, Александр Киянич, Хандыга, Тампонский район. Работы над фильмом «Тыгын-Дархан» завершены. Это крупный проект Саха-фильма. Авторы картины обещают, что фильм выйдет в прокат, как только откроются кинотеатры. Кино повествует об исторической личности, который жил и возглавлял род хангаласцев в конце 16 века до прихода русского народа в Якутию. Режиссер Никита Аржаков снял полнометражный фильм по мотивам исторического романа народного писателя Василия Яковлева «Далан. Тревожный век Тыгына». Съемки начались в 2017 году в 10 районах республики, а постпродакшн фильма проходил в самой крупной киностудии Европы Мосфильме. Природа нам всегда помогала. Не было больших каких-то таких затяжных дождей, не было каких-то слишком больших холодов. И самое важное, нас во всех улусах, где мы были, сопровождал орел или орлица. Или было их 2, или 1. Но вы знаете, что хангаласский улус, хангаласы, это у них тотем орел. Я связываю это с этим. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.